Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем лекции на тему уроки поминания Аллаха. По некоторым причинам в среду мы не смогли с вами встретиться в онлайн режиме. Были непредвиденные поездки, но, альхамдулилля, все-таки делаем када, восполняем. Поэтому сегодня, иншаллах, мы с вами продолжим изучать предыдущую тему, то есть это достоинство 4 слов. То есть субханаллах, пречист Аллах от всех недостатков, альхамдулилля, то есть вся хвала и благодарение принадлежит Аллаху. Калимату таухид, валя иляха илляллах, нет истинного божества, кроме Аллаха, и Аллаху акбар, Аллах велик. Мы с вами затронули 1, 2, 3, вспомнили 4, 5, 6 хадисов, которые указывают на достоинство этих слов. И если вы обратили внимание, я напоминаю, что все хадисы, которые мы с вами вспоминаем, здесь эти 4 слова, они приходят вместе. Они все приходят вместе. И сегодня у нас будет продолжение темы. И, иншаллах, сколько успеем, еще пройдем, может быть, 4-5 хадисов, которые также указывают на достоинство этих 4 слов, которые приходят в одном хадисе все вместе. Я почему это подчеркиваю? Потому что очень много хадисов, которые указывают на достоинство этих слов, но много хадисов приходят отдельно. То есть там отдельно про тасбих, отдельно про тахмид, альхамдулилля. Очень много хадисов, которые указывают на достоинство слова ля иляха илляллах. Но об этом этим всем словам мы еще отдельно посвятим отдельные лекции. Давайте поэтому сегодня продолжим изучение хадисов, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вспоминает все эти 4 слова вместе. Самый первый хадис, это получается у нас 7-й хадис уже, потому что 6 мы тогда прошли. То, что Всевышний Аллах избрал из всех слов поминания Всевышнего Аллаха, эти 4 слова. И именно за эти 4 слова Он обещал нам великие награды. Как передает имам Ахмад, имам Аль-Хаким в достоверном хадисе от Абу Хурайра, радийаллаху анху, и от Абу Саид Аль-Худри, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха стафа миналь калями арбаган». Воистину, Аллах из слов выбрал 4. Это субханаллах, пречист Аллах от всех недостатков, вальхамдулилля, хвала Аллаху, валя иляха илляллах, нет достойного божества, кроме Аллаха, валлаху акбар, Аллах велик. Фаман каля, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто скажет субханаллахи 1 раз, кутиба лаху айшруна хасана, ему запишется 20 благодеяний. То есть ангел запишет 20 наград. То есть как будто он совершил 20 благих дел. وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُونَ سَيِّئَةً, и ему сотрется 20 прегрешений. Конечно же, здесь речь идет о небольших грехах, кабаир, за что Аллах обещал нам наказание, да? Потому что мы должны понимать, что за каждый большой грех, харам, человек должен каяться отдельно, понимая, что это был большой грех, что это была его большая ошибка, раскаиваясь в этом и с уверенностью, что он больше никогда не вернется к этим грехам. Потому что если бы не было такого условия, то все бы делали зикр и грешили. Поэтому здесь речь идет о маленьких прегрешениях. Значит, кто скажет 1 раз субханаллах, ему запишется 20 наград,
и сотрется 20 прегрешений. «Ваман каля Аллаху акбар». И кто скажет, посланник Аллаха саллаллаху алейхи продолжает, кто скажет слова Аллаху акбар фамислю залик, то есть он получит то же самое. То есть ангел запишет, как будто он совершил 20 благодеяний, и сотрутся 20 прегрешений. «Ваман каля ла иляха илля, и кто скажет нет достойного поклонению божества, достойного поклонения илля Аллах, кроме Аллаха, фамисля далик, он получит такую же награду. Получается 20 благих дел и 20 прегрешений. «Ваман каля альхамдулиллахи раббил аламин», и кто скажет вся хвала Аллаху, Господу миров, который является Господом, хозяином, правителем, который управляет всеми мирами, мин кибали нафсихи, то есть от души, от сердца искренне. Вот обратите внимание, кутибат лаху салясуна хасана. Ему запишется не 20, а 30 благодеяний. Вахутта анху салясуна хатиа, и сотрется 30 прегрешений. 30 прегрешений. Этот хадис в сборниках имама Ахмада, Хакима. Ученые сказали, что это достоверный хадис. И вот 4 слова, 4 величайших слова, которые Аллах избрал для нас и обещал за эти слова отдельные награды. И вот, если вы обратили внимание, первые 3, Субханаллах, Аллаху Акбар, ля иляха илляллах, получается практически по 20 наград и по 20 прегрешений стирается. Но вот в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выделил слово «Альхамдулиллахи», даже добавил «Раббил аламин». Вся хвала и благодарение кому? Господу миров. И вот за что 30 наград? За что? Вот здесь есть маленькое слово, дополнение «мин кибали нафсихи», то есть от сердца, от души. И вот ученые ставят вопрос, почему 30, а в остальных случаях 20, да? И вот почему вот это слово «от сердца». И дают такое объяснение, что обычно человек говорит эти слова «Альхамдулиллях». Когда? Например, после еды. То есть, получается, он что-то у Аллаха берет и взамен ему возвращает. То есть, Аллах накормил, напоил его, он все это принял, блага взял, потом за эти блага он его поблагодарил, альхамдулилля. То есть, получается, взамен. А вот здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что ему будет 30 наград, и запишутся 30 награды за 30 благодеяний, и сотрутся 30 прегрешений, именно когда он не взамен чему-то говорит. То есть, он просто благодарит Аллаха, просто восхваляет Аллаха, без причины, просто искренне. То есть не потому, что он что-то взял, что-то получил, да, и дай-ка я поблагодарю. Нет, именно от сердца. И поэтому, когда он не взамен каким-то благам восхваляет Аллаха, а просто от сердца, да, вот просто за его, мы с вами даже говорили об этом, в чем разница между, вот как мы татары говорим, Аллаха шикр, ашукру лилляхи, да, благодарность Аллаху, и альхамдулилляхи, вся хвала Аллаху. То есть вот все-таки альхамдулилля, оно шире. Потому что ты благодаришь Аллаха просто, когда что-то получаешь от Него. А здесь ты восхваляешь Аллаха, потому что Он Аллах, потому что Он велик, потому что Он всесильный, потому что Он всевидящий, всеслышащий. Ему присущие вот эти качества, величия, совершенства. Поэтому вот здесь как бы вот этот момент от души, от сердца именно указывает на это. То есть ты благодаришь, восхваляешь Аллаха не взамен чему-то, а просто так. И за это получаешь больше награды. 8 хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал вот эти 4 слова джунна, то есть щит. То есть он назвал щитом, которым человек защищается от кого? От огня. Не от врагов, а от огня. Рауаль Хаким аль-Насаи, передает имам Хаким в своем сборнике хадисов, имам Ан-Насаи и другие от Абу Хурайра, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
обратился к людям с такими словами «худу джуннатакум», то есть берите свои щиты, защиту. На что люди спросили: «Я Расулаллах, мин адувин када хадира», то есть неужели враг пришел? То есть все, он недалеко от нас, что нам нужно защищаться от него, брать оружие, щиты. И посланник Аллаху саллаллаху сказал: «Ля, нет, баль джуннатакум минаннар». То есть берите свои щиты от огня, а не для защиты от огня, а не от врагов. И говорите следующие слова. То есть вот, берите щиты. Каким образом? Говорите следующие слова. Субханаллах, пречист Аллах. Вальхамдулиллях, хвала Аллаху. Валя иляха илляллах, третье наше слово, да, нет истинного божества, кроме Аллаха. И четвертое наше слово, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Вот эти 4 щита. Фаиннахунна, и воистину вот эти 4 слова, яатина яумал кияма, они придут в судный день, мунджият, ва мукаддамат. В некоторых преданиях говорится муджаннибат, муаккибат, то есть они придут, чтобы спасать человека. Вот как щит спасает от стрел, от копья врага, также эти слова в судный день будут спасать человека от чего? От огня. Муаккибат, защищать будут нас от огня. Также мукаддамат, то есть это первые фланги. То есть кто-то будет, вот как во время сражения, кто-то встает и защищает основное войско. Вот эти слова будут вставать перед ним и будут защищать его от огня. Также в некоторых преданиях, я уже говорил, муджаннибат, то есть с краев, то есть справа, слева будут вставать и защищать его в судный день. Вахунна аль-бакияту ас-салихат. И пророк, алейхиссаляту вассалям, завершил свои слова насихат словами «Уагунна», и вот эти 4 слова являются «аль-бакияту салихат», то есть это те слова, которые остаются, оставшиеся ас-салихат, то есть благодеяния, которые остаются. И вот давайте посмотрим, вот почему, да, «аль-бакияту салихат». Эти слова мы находим в книге Аллаха. Суратуль Кахф, вспомните, да? Аль-малю валь-банун, то есть ваше имущество и ваши дети, зинятуль хаяти дунья, являются украшением земной жизни. Да, действительно, вот чем человек радуется, восхищается, не знаю, хвалится, гордится перед другими, да, перед своим имуществом. Вот он, машаллах, купил там хорошую машину, да, и просто хочется показать всем это, там, статусе, там, похвалиться, да, то есть в Инстаграм выложить, что вот у меня такая машина, что я вот смог добиться, да, дом построил, например, дом он может показать, и что это наши дети. То есть люди гордятся своими детьми, даже вот пожилые, я вот много обращал внимания, вот как дедушки, бабушки, да, когда они собираются, они рассказывают там не про там проказы какие-то, а вот про достижения своих внуков, там у кого кто хорошо учится, там, что они там все знают уже маленькие, да, то есть, это наша природа, то, что мы радуемся, это украшение для нас в нашей жизни, да, радость наша. Но Аллах сказал: «Валь-бакияту салихат», несмотря на то, что ваше имущество и ваши дети, вы радуетесь ими, это украшение вашей жизни, да, валь-бакияту салихат, но есть остающиеся блага, есть остающиеся благодеяния, хайрун инда роббика, которые лучше перед твоим Господом, thawабан, наградой, ва хайрун амаля. И вот суратуль Кахф можете прочитать 46-й аят. То есть бакият, ябка, бакия, то есть это то, что остается. Вот мы говорим, например, аят ма индакум янфат, то, что у вас иссякнет, потому что то, чем мы радуемся, да, оно все уходит, так ведь? И дома, и машины, и дорогие одеяния наши, и мы уходим, дети остаются, мы остаемся без никого и без ничего, да? И вот Аллах говорит: «Аль-бакияту салихат», и то, что остается,
вот эти благодеяния, которые остаются, они лучше перед Аллахом, аджром, награды. То есть бакият – это то, что остается. То есть вот эти слова, 4 слова, субханаллахи, вальхамдулиллахи, валя иляха иллаллаху, валлаху акбар, пророк ﷺ сказал, что они остаются. Они не иссякают, как богатство, как молодость человека, например, как здоровье, как его, может быть, привлекательный, красивый вид. Да? Все уходит, и силы уходят, но что-то же должно оставаться. Вот остаются вот эти благие дела. То есть, получается, они остаются, и человек будет получать за них награду, получать за них аджр. Вот об этом речь. Следующий хадис, 9. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что вот эти 4 слова, они в этом хадисе также приходят вместе, они подобно пчелиному рою, вот эти слова будут крутиться вокруг трона Всевышнего Аллаха. Давайте приведем хадис. Этот хадис в сборниках имама Ахмада, Ибн Маджа и Аль-Хакима. И этот хадис передал нам сподвижник, пусть Аллах будет доволен им, Ан-Ну'ман ибн Башир, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: из того, что вы возвели, из всех слов, посредством которого вы, с помощью которого вы возвеличиваете, поминаете величие Аллаха, это ат-тасбих, субханаллах, ат-такбир, Аллаху акбар, ат-тахлиль, ла иляха илляллах, и ат-тахмид, то есть восхваление Аллаха, альхамдулиллах. 4 слова приходят вместе. Ян'атифна хауля аль-арш. И вот эти 4 слова, они крутятся вокруг трона Всевышнего Аллаха, арша. Лахунна давийюн кадавийин нахаль. И вот они издают такой гул, как гул пчел, то есть как жужжание пчел. Вот когда пчелы летают возле улья там, да, где-то собираются, мы сразу слышим вот этот гул, как они жужжат. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы как-то представили, как-то больше поняли, да, он привел пример вот, жужжания пчел. И вот они как пчелы, они крутятся вокруг трона Всевышнего Аллаха и тузаккиру бисахибиха. И они напоминают Аллаху о том человеке, который поминает эти слова. То есть, получается, тот, кто будет говорить слова «Субханаллах, вальхамдулилля, валя иляха илляллах, валлаху акбар», вот эти слова, они как пчелы будут крутиться вокруг трона и будут напоминать Аллаху, говорить Аллаху, что вот такой-то человек, он вспоминает Аллаха посредством этих слов. «Ама юхибба ахадукум ан якуна лаху». И кто из вас хочет, желает, чтобы вот у него тоже были такие слова, как пчелы, крутились вокруг арша и все время напоминали «Ауаля язалю лаху ман юзаккиру бихи», чтобы они все время неперестанно напоминали Аллаху, говорили Аллаху, что есть люди, которые вот посредством этих слов возвеличивают Аллаха. Вот поэтому, альхамдулилля, дорогие братья, это милость Аллаха, да, вот то, что мы с вами иногда просто привыкаем, да, по привычке, вот мы вспоминаем эти слова, да, но даже забываем о действительно достоинстве, величайшем достоинстве этих слов, и, машаллах, сколько награды мы получаем за эти слова. Вот на самом деле, вот как пчелиный рой, вот эти наши слова, да, субханаллахи наши, альхамдулилля, Аллаху акбар, возвеличивание Аллаха, они вот все время непрестанно крутятся вокруг арша и напоминают Аллаху, что вот мы есть, которые возвеличиваем Аллаха посредством этих слов. Это действительно великая награда за эти несложные для того, чтобы произносить слова. 10-й хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что эти слова «thaqilятун фил мизани», то есть они будут иметь огромный вес на чаше
мизана на чаше весов в судный день. Пока еще не начали читать хадис, хочу немного отойти в сторону и рассказать про мизан. Про мизан, то есть на самом деле мизан, весы, они будут установлены в судный день. И по акиде ахлю сунна валь джамаа мы верим, мы убеждены, что это будут настоящие весы. Это не просто там, чтобы мы вообразили, да, это на самом деле эти весы, они установятся. И даже есть хадисы, которые указывают, что эти весы будут иметь чаши, свои чаши, вот как в старинке, да, вот даже сегодня многие, даже молодежь не знает, что когда-то весы, они имели вот эти чаши, да, куда-то мы гири устанавливали, а здесь сам продукт, но сегодня, потому что все электронное, есть там кухонные весы, есть весы на полу, напольные, куда мы встаем и просто цифры показывают. Конечно, то, что у Аллаха, оно намного совершеннее, намного лучше, это невозможно представить, да, и это весы, которые определяют на самом деле истинный вес нашего благодеяния. Может, оно вообще не является благодеянием, так ведь? Поэтому, но как в старинку, вот весы имеют две чаши. И вот ученые спрашивают, каким образом Аллах будет взвешивать там наши благодеяния. Некоторые ученые говорят, что это будут сами люди, то есть Аллах поставит на чашу самих людей. И весы покажут на самом деле, какой имеет человек вес. Да? То есть, как в хадисе говорится, что приведут тучного, большого человека и установят на мизан, на весы, но на весах он не будет иметь даже вес, даже крылышки комара. То есть человек был большим, да, может быть, его там боялись, его там уважали за его силу, да, за его пропорции, но, к сожалению, этот человек, он ничего не весит. То есть, на самом деле он ничего не стоит. И потом посланник Аллаха говорит, приведут такого худощавого, маленького человека, которого, может быть, да, не так уважали, как того, да, большого, и не так боялись его, да, но его вес будет равносильно весу горы Ухуд. То есть целые горы будут весить, как этот человек. Поэтому даже когда Абдулла ибн Мас'уд, по-моему, когда у него открылись ноги на ветру, да, некоторые сподвижники начали указывать на него пальцем и смеяться. Вот там, мол, у него ноги такие тонкие, он был маленький, худощавый. И пророк, ﷺ, сказал, что его одна нога будет весить больше в судный день, чем гора Ухуд. Поэтому это первый вариант. Второй вариант – это то, что будут установлены свитки, куда записываются наши дела. Это очень много хадисов, которые указывают на это. Есть еще вариант, когда говорится, что сами благодеяния, сами деяния будут поставлены на чашу весов. И вот как раз это один из вариантов, когда пророк ﷺ сказал, что вот эти слова «thaqilят», они будут иметь большой вес в судный день на чаше весов. Абу Сулями, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал «бахин, бахин», то есть «бах-бах», то есть это слова восхищения, то есть как прекрасно, как хорошо, «ва ашара биядихи бихамс», то есть пророк, саллаллаху алейхи, он восхищался, показывал свое удивление, восхищение и показывал своей руке, указывал на 5 вещей. То есть он показал, что вот эти 5 вещей, и что ничто не может быть тяжелее на чашах весов в судный день, вот, чем вот эти 5 вещей. И посланник Аллаха начал перечислять. Субханаллах, это первое. Вальхамдулилля, то есть эти наши 4 слова, да. Вальхамдулилля, валя иляха илляллах. И 4, валлаху акбар. То есть получается это 4 слова. И 5, что же может быть самым весомым в судный день? На чаше весов пророк ﷺ сказал: «Валь-валяду салих ютаваффа лиль-мар'иль муслими фаяхтасибуху». То есть это праведный ребенок, который умер у мусульманина. И он проявляет терпение, несмотря на то, что ему очень тяжело потерять своего ребенка, да, он проявляет терпение
надеясь на милость, прощение и награду Всевышнего Аллаха. То есть это получается пятое. Субханаллах, альхамдулилля, ва ля иляха илляллах, валлаху акбар. И пятое. То есть это терпение мусульманина, надеясь на награду Аллаха, который потерял своего праведного ребенка. Некоторые ученые назвали иснад этого хадиса достоверным, некоторые сказали, что это хасан, хороший. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи именно начал свои слова словами восхищения. То есть восхищение, он восхищался и указал на 5 благих дел, 4 из которых это наши 4 величайших слова. 11-й хадис, у нас остается еще 12-й. 11-й хадис, который указывает на то, что когда раб произносит каждое из этих слов, то за каждое слово с него записывается садака. Как будто он жертвует, что-то жертвует на пути Всевышнего Аллаха. В сборнике имама Муслима передается хадис от Абу Зар, радийаллаху анху, пусть Аллах будет доволен им, что анна насан мин асхаби Расулуллах саллаллаху калу лин-наби я Расулуллах, что люди из числа сподвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи задали ему такой вопрос, обратились к нему с вопросом: я Расулуллах, то есть сподвижники, здесь речь идет о тех сподвижниках, которые не имели достатка. Они не имели достатка, но они видели, как состоятельные, богатые мусульмане, сподвижники, они расходовали на пути Аллаха. И у них появлялась вот эта белая зависть. То есть они завидовали, потому что те зарабатывали очень много награды, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям всегда призывал, и книга Аллаха призывает всегда расходовать на пути Аллаха, помимо твоих расходов, да, если помимо твоих расходов, твоей семьи, у тебя остается излишек, да, ты это расходуешь на пути Аллаха. И вот они видели, как богатые, состоятельные расходовали, получали очень много награды, аджра, и вот у них проблема возникла, да, что они не могут так, и они пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали: «Захаба, я Расулаллах, посланник Аллаха, захаба ахлю дутур биль уджур», то есть обладатели достатка, они забирают все награды. То есть вот за что они переживали. Они не переживали за то, что у тех дом был больше, как вот мы сегодня за что переживаем, да? Потому что у соседа дом больше, чем твой. Не потому что Аллах дает ему возможность расходовать больше, чем тебе. Да? За это мы не переживаем. Вы знаете, мы сегодня живем в такое время, когда у нас ценности, наши стремления, они абсолютно другие. И вот очень часто, когда читаешь книги про истории сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, про истории табигинов, последователей сподвижников, читаешь иногда истории наших величайших ученых, да, того же имам Ахмада, Абу Ханифа, имам Шафии и других, да, и на самом деле вот задаешься вопросом: а мы там, где мы там рядом? Вот кто мы, да, вот с нашими жизненными ценностями, стремлениями? А действительно мы, к сожалению, очень далеки от них. И нам действительно далеко от них. Пусть Аллах наставит нас на верный путь, на путь истины. Особенно то поколение, которое выросло в материальных ценностях в период атеизма. Так ведь? И вот представьте себе, группа людей, которые не имеют денег, да, средств, они приходят к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, казалось бы, с такой вот небольшой жалобой даже, да, пожаловаться, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как-то пожалел их, там, сказал что-то такое, теплые какие-то слова, да, с любовью. И вот они говорят: я Расулаллах, обладатели достатка, они забирают весь аджр, все награды им. А что нам? И вот они говорят: я Расулаллах, о посланник Аллаха, захаба ахлю дутури биль уджур, то есть обладатели богатств, они забирают всю награду, юсаллюна кама нусалли, они совершают такие же намазы, как и мы, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдельно для немощных он ничего не учил, так ведь там он же не говорил им: а вот вы
помимо богатых, почитайте вот этот намаз, это только вам, и вы получите столько же наград. Нет, они говорят, они совершают намазы так же, как и мы, ваясумуна кама насум, они постятся так же, как и мы постимся, но они вдобавок, ятасаддакуна бифудули амвалихим, они еще жертвуют чем? Излишком своих, то есть помимо своих расходов. Они еще, у них есть лишние деньги, которым они могут, имуществом, которым они могут жертвовать на пути Аллаха. То есть мы не можем это сделать. Намазы у нас одинаковые, посты у нас одинаковые, но они больше получают награду за то, что они еще расходуют. И на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ауалейса кад джа'аля Аллаху лакум ма тасаддакун». Субханаллах. Вот действительно в этом совершенство нашей религии, дорогие братья и сестры. Вот эта религия дает возможность работать, зарабатывать награду и достигать величайших высот перед Аллахом, да, несмотря на твои возможности, несмотря на твой достаток. Да. У нас нет такого, что вот ты там богатый и у тебя больше возможностей, да, получать аджир там, или стать лучше перед Аллахом. Нет, даже если у тебя нет там имени, там происхождение у тебя очень скромное, да, и денег у тебя не так много, может быть и знаний не так много, у тебя есть возможности. Поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: разве Аллах не дал вам то, чем вы можете расходовать на пути Аллаха, чем вы можете давать садака? И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям начал перечислять вот эти вещи. Инна бикулли тасбихатин садака. Воистину, за каждый ваш тасбих, за то, что вы будете говорить субханаллах, это будет считаться, как вы садака дали. Вот если богатый, он где-то кому-то что-то дает, а ты не можешь дать, ты говори субханаллах. И за это ты получишь награду, как будто ты пожертвовал на пути Аллаха. Уакулли такбиратин садака. За каждый такбир, за то, что ты говоришь Аллаху Акбар, ты получишь награду, как будто ты жертвуешь на пути Аллаха. Уакулли тахмидатин садака. За каждое слово альхамдулилля ты получишь награду садака. Уакулли тахлилятин садака. За каждое слово ля иляха илляллах ты получишь садака. Ва амрин бима... Пророк дальше продолжает. Ва амрин биль ма'руфи садака. За то, что ты кого-то побуждаешь к благому. Подошел кому-то и сказал: вот научись здороваться с людьми, научись улыбаться, делай доброе дело, то, что ты призываешь людей к добру, за это садака. Тут это не требует от нас денег, так ведь? Уанахин ан мункарин садака. За то, что ты кого-то останавливаешь от греха, кому-то даешь насихат, совет, чтобы он оставил это дурное дело, ты получишь награду садака, да? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям завершает свои слова таким видом садака. «Уафи будаи ахадикум садака». И даже за то, что вы совершаете половой акт со своей любимой женой, вы получаете аджир, как будто вы даете садака. Как будто вы даете садака. И здесь люди спросили, они не упустили этот момент: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, аяти ахадуна шахватаху, ваякуну ляху фиха аджир». Неужели, говорит, вот тоже милость Аллаха, да, неужели, говорит, один из нас, он удовлетворяет свою страсть? Ведь на самом деле вот эти половое влечение мужчины и женщины, да, это же страсть. Это то, от чего человек получает удовлетворение, наслаждение получает. И вот они спросили: о посланник Аллаха, неужели за то, что один из нас удовлетворяет свою страсть, даже за это получает аджир, как будто он жертвует на пути Аллаха? На что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ответил вопросом: если кто-либо из вас совершает половой акт с чужой женщиной, то есть совершает зина, получит ли он за это грех? Конечно, человек, который делает зина является одним из самых страшнейших грехов.
один из самых страшнейших губительных грехов. Конечно, человек за это получит очень много греха. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Вот так же, если он положит свое семя в халяль, то есть будет совершать половой акт со своей халяльной женой, женщиной, да, он за это получит аджр. То есть пропорционально, если там много греха, здесь много аджр. Поэтому, если денег нет, люби свою жену и получишь много-много награды, иншаллах. И вот, на самом деле, вот, дорогие братья, вот эти немощные, слабые, то есть, которые не имели большого достатка, да, они думали, что вот они лишены этого вида поклонения, то есть давать садака, жертвовать на пути Аллаха, да. Да, они не могли жертвовать, у них не было денег, да, они, может быть, там сводили концы с концами, многие были голодными, да. Альхамдулилля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указал им на те дела, которые дают им возможность получать аджр, садака, не расходуя на пути Аллаха. Так ведь это вот тасбих, тахмид, такбир, тахлиль, призови кого-нибудь, там позови своего сына, дочку, скажи, вот научи какому-то дуа, там научи какому-то правилу, научи там поздороваться, скажи, что вот улыбка это садака, ты получишь, как будто ты расходуешь на пути Аллаха, да. И даже есть хадисы, в другом хадисе говорится, что даже вот когда табассумука фи ваджхи ахика садака, есть хадис, который говорит, что если ты увидишь своего брата и улыбнешься ему, это тоже садака. Это тоже садака. Даже есть хадис, который указывает, что вот если человек ничего не может дать людям, да, там даже поздороваться не может, улыбнуться не может, вот от него никакой файда, никакой пользы нет. Вот как он может садака дать? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть избавит людей от своего вреда. То есть если он вред не будет причинять, вот от него уже тоже садака. Поэтому вот садака, восхваляя Всевышнего Аллаха, мы получаем аджр садака. И последний хадис, 12-й хадис. 12-й хадис, который указывает на то, что человек, который пока еще не научился читать Коран, пока что ему тяжело выучить вот эти буквы, может быть, правила таджвида, да, и он боится этого, выучить суры, да, вот на этот период, если он будет говорить вот эти 4 слова, альхамдулилля, это будет заменой его чтения Корана. Этот хадис в сборниках Абу Дауда, имама Ан-Насаи и Ад-Даркутни от Ибн Аби Ауфа, радийаллаху анхума, который рассказывает, что «Джаа раджулюн иля наби саллаллаху алейхи ва саллям». Как-то раз к пророку саллаллаху алейхи ва саллям подошел мужчина. И это был бедуин. То есть кто такой бедуин? Это вот араб, который живет там, в пустыне, да. Может быть, он не знает письма, не умеет читать буквы, да, но у него есть искренность. Он пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, он мусульманин, да, и говорит: «Я Расул Аллаху, посланник Аллаха, инни ля астатиу ан атааллама аль-Кур'ан». Вот мне очень тяжело учить Коран. Мне очень тяжело учить Коран, фааллимни шай'ан юджзини. И поэтому ты научи меня тем словам, посредством которого вот я буду получать такую же награду, как кто-то получает награду за чтение Корана. Ну вот здесь хочу немножко остановиться, пока до слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, до его ответа. Вот, во-первых, он пришел в ислам недавно. То есть, вот я сейчас прочту хадис, да, и ни в коем случае мы не должны понимать это так, что вот ты, если будешь говорить эти слова, субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху, аллаху акбар, до конца своей жизни, да, ты можешь не читать Коран, можешь не учить Коран. Конечно, это не так. То есть, даже, например, намаз невозможно читать совершать без чтения суры Фатиха и других сур, так ведь? Поэтому мы обязаны учить. Но вот человек пришел в ислам, и пока ему тяжело еще учить все суры, тяжело. Поэтому вот эти слова, субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху, аллаху акбар,
Валя хауля валя квата илля билля, как идет в хадисе, да, они заменят для него чтение Корана. Да? Это, во-первых, то есть это временно, мы должны это понять. Во-вторых, представьте себе, да, это не 20 век, это 7-8 века, это бедуин. Еще 100 лет назад, 100 лет, 150 лет назад многие из наших предков, они просто не знали буквы. Они не умели читать и писать. Это когда? Это 100-150 лет назад. И это не арабский полуостров. Мы же там любим говорить, что мы грамотный, образованный народ. 100-150 лет назад. А это был 7-8 века. То есть бедуину наверняка он не знал буквы. Он не знал чтения. Это во-первых, да. Во-вторых, что касается его безграмотности, да. Во-вторых, не было книг. Не было мусхав. Мусхав, то есть это книга, куда собраны все суры. Сегодня у каждого из нас дома по несколько мусхафов. Есть мусхаф арабский, турецкий, есть казанский, казан басмасы, да, есть там побольше, поменьше, раз есть со цветными буквами. У нас у каждого несколько мусхафов в телефонах, в компьютере, в ноутбуке. Это все есть. И для нас вот Коран таким доступным он никогда не был. Он никогда не был таким доступным. Мы это должны понять. И в 7-8 веке вот эти, даже те аяты, которые они имели, да, во-первых, еще Коран он не спосылался до завершения, до конца жизни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Еще он не весь пришел. Потом Коран писали на камнях. Суры писали на камнях аяты, на шкурах животных, на листьях, на коре дерева, на где-то, где могли. Бумаги не было, типографии не было. Вот поэтому для них, вот для того поколения людей, учить Коран было намного сложнее, чем сегодня нам. Сегодня, машаллах, это везде мы можем всякими и MP3, там через аудиофайлы учить. То есть Коран, есть ручка, которую просто вот так приближаешь, и он читает тебя 5-6 чтецов всемирно известных, с правилами со всеми, с переводами. Поэтому для них было тяжело. И вот он пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал: для меня тяжело научиться читать Коран. Поэтому научи мне словам, которые вот будут достаточно для меня. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ты говоришь субханаллах, вальхамдулилля, валя иляха илляллах, валлаху акбар, валя хауля валя куввата илля билля. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повторял эти слова, этот бедуин, он стоял и собирал их вот так по пальцам. То есть получается субханаллах, альхамдулилля, валя иляха илляллах, валлаху акбар, валя хауля валя куввата илля билля. То есть получается 5 слов, да? Все они нам известны. И вот араб, он вот так собрал пальцы и вот так прижал к себе и говорит: хада лилляхи. Машаллах, вот простота, да, бедуина и искренность, да. Это, говорит, все, что ты сказал, это, говорит, это же для Аллаха, говорит. То есть мы же здесь восхваляем Аллаха, ничего у него не просим, да. Это, говорит, хада лилляхи, фамали. То есть все это Аллаху, а где мне? То есть научи меня таким словам, которые будут еще и мне полезные, да? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: Аллахумма гфирли. Скажи: о Аллах, прости меня. Вархамни, смилостивайся надо мной. То есть не спошли на меня свою рахма, милость. Ваафини, то есть дай мне благополучие от бед, от незгод, от недугов, от болезней, от всего-всего, да? Варзукни, дай мне мое пропитание, дай мне ризк. Вахдини, и наставь меня, веди меня прямым путем. То есть также 5. И араб также вот так считал, посчитал их всех. Вакабада кафейхи, вот так собрал все. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям посмотрел на него, он же так все собирал, и сказал: амма хада факада маля ядейхи биль хайр. Что касается этого человека, говорит, у него все руки заполнились благом, говорит. То есть здесь 5 получается Аллаху, как раз вот эти наши 4 слова там, да, кроме еще 5 ля хауля валя куввата илля билля. И 5 здесь. О Аллах, прости меня. О Аллах, смилостивайся надо мной. Дай мне благополучие. Варзукни, дай мне ризк. И веди меня прямым путем. То есть у него заполнились благом все пальцы. И вот эти 11, получается 12 хадисов, которые указывают на
достоинств вот этих 4 слов. И я еще раз повторю, они приходят все в одном месте. И вот помимо этого есть другие хадисы, которые указывают на действительно величие, достоинство этих слов, но уже по отдельности. Это будет темой наших следующих уроков. И вот в завершение хочу привести слова некоторых ученых, которые вот утверждают, вот в чем же все-таки достоинство, да, вот почему вот эти 4 слова, почему эти 4 слова, да. Вот ученые говорят, что вот эти имена Аллаха, вот в этих 4 словах, да, Субханаллах, Альхамдулилля, Аллаху Акбар, то есть они включают в себя все имена и все атрибуты Всевышнего Аллаха. Например, когда мы говорим Субханаллах, то есть пречист Аллах от всех недостатков, да, они включают в себя все имена, которые указывают на чистоту Аллаха от всех прегрешений, от всех недостатков. Да, это пусть будет Аль-Куддус, например, Аль-Куддус, то есть святой Аллах, свят Аллах, да, Уассалям, мирный, Всевышний Аллах, мирный, да. Когда мы говорим Альхамдулилля, слово Альхамдулилля, мы восхваляем Аллаха. За что? За его совершенство. То есть вот это слово Альхамдулилля включает в себя все имена, которые указывают на совершенство Аллаха, на его величие Аллаха, на величие Аллаха. Также Аллаху Акбар, ля иляха илляллах, что нет никого достойного поклонения, кроме него. И ничто не может быть достойным поклонения, кроме как Всевышний Аллах, единственный Творец и единственный тот, кому мы должны поклоняться. Поэтому, то, что эти 4 слова, они приходят вместе, действительно, это не просто так, и в этом есть мудрость Всевышнего Аллаха. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла иляха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, джазакумуллаху хайран. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.